10 лет назад, ну, потеряли документы и все, который был. А потом уже обещаю, что это сколько это, где-то 3 месяца или что там у меня перевезли через посол. А потом 1 год это такая, это разговаривали, сказали нам перевези туда. А потом сказал, что искал это, где семья дома, что там это. А потом уже время пройдет. Иногда есть, которые обещают, а иногда нету. У меня тоже другой работа, что-нибудь это надо. Иногда я завод, где работа, когда вот это время. Потом дома срока, потом Гурай и потом Кружан. Приехали туда, это гости. Потом из милиции какая-то спрашивает. Примерно 10 лет тому назад он с гастролями приехал в Душанбе. А до этого он гастролировал в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане. Он был во многих городах, даже был в Англии. 20-летним, тогда 20-летним молодым человеком он приехал в Душанбе и выступал в нашем цирке. И во время гастролей он пошел на базар Сахават, и там у него украли сумку с документами, с деньгами, с вещами. И он остался без документов. Цирк возглавлял гражданин Польши пан Юрик. Я не знаю, по какой причине. В общем, цирк уехал, а Салима оставили в Душанбе, обещав ему, что в скором времени они приедут и заберут его. Но, к большому сожалению, этот пан Юрик не приехал, и Салим остался в Душанбе без денег, без документов, без языка. Он говорил только на английском в то время. Он остался в Душанбе. Он обращался во многие организации, он бегал, не знал, как уехать оттуда. Первое – это отсутствие документов. Второе – отсутствие денег. Многие люди хотели ему помочь, обманывали его. Вот поработай 2 месяца у нас, мы тебе сделаем. Поработай год, мы тебе сделаем документы. И вот так прошло 9 лет. Первая сложность в том, что посольство Танзании находится только в Москве. Второе, куда мы обратились, это в МИД наш, МИД Таджикистан, но до сих пор мы никакого ответа не получили. Сегодня я еще раз написала им, чтобы они помогли нам его отправить назад домой. Третье, к кому мы обратились, это Международный Красный Крест. Они тоже приходили, их представители, его историю записали, но пока результатов никаких нет. Ну, ждем. Я думаю, что все равно Салиму мы поможем, он должен уехать на родину. Ему здесь очень тяжело. Во-первых, он артист. Он артист цирка. Ему здесь сложно, у него нет общения. Молодой человек должен уже иметь и семью, он должен жить на своей родине. Через «Жди меня» есть русская диаспора, которая живет в Танзании. Но мы ждем выхода программы, а вторым уже выходом ждем, что будет реакция его друзей. Помимо танзанийских друзей, у него много российских друзей. Он много выступал в цирках. У него есть знакомые и на Сахалине, и в Ростове. Он мне рассказывал, что по всем городам, и в Москве. Но все упирается в отсутствие документов и в отсутствие денег. Но я жду, что вот как только подтвердится его гражданство, и мы получим какие-то выездные документы, мы потом уже, конечно, активизируемся. Умерла, когда он был совсем маленьким, в 5-летнем возрасте. А в 2010 году у него умер отец. Есть дядя, который живет в городе Дар-эс-Салам, дядя Рашид, вот мы его ждем, его это ищем. И второе, мы ищем его сына. Его тоже зовут Абдулла, он живет в городе Алуша. Это тоже в Танзании. Но сейчас вот мы в активном поиске ищем его
близких родственников. Таджик камкамайд. Кам-кам. Да, майда. Майдан. Чуть-чуть. Босьё меданы. Ну, слышь, я не могу разговаривать. Слышь, когда человек что там это хотит делать. Чуть-чуть понимаешь. Да, я немножко понимаешь, а разговаривать это немножко... Рахмат можешь сказать. Лахмат. Да, чкерин, а еще кариса, а кджомады. Ну, такая. Первое, что я надеюсь, что выйдет программа «Жди меня» и покажет по всему миру. Я думаю, найдутся его друзья в Танзании. Я думаю, что и посольство Танзании своего гражданина не оставит в беде. Я думаю, что все-таки людей добрых больше, чем других. Я думаю, что люди все равно ему должны помочь. Ребенок должен поехать на свою родину.